не религиозные, не то, а именно научные. Таким образом, я хотел просто обойти, перепрыгнуть через религию, потому что на нашу религию найдется другая религия, будут критиковать, потому что она бездоказательная, всякая религия, она ничем не доказывается. Да. И нас будут всегда, будут постоянно это самое. Но если мы перепрыгнем и запрыгнем в цивилизацию научную, на научные знания, которыми владели наши предки, вот тогда мы станем только на ноги и покажем всему миру, что здесь была такая цивилизация древнеостинская. У нас ничего не останется, и ничего. Нет, наоборот, может быть, больше появится. Тебе же никто не мешает, прыгни. А мы пока вот... Ну, я вот... Разруба. А так, без календаря жить невозможно. Календарь – это средство, орудие производства, такое же, как и трактор, как и лопата, все, которое помогает регламентировать свою производственную деятельность в течение года. У Итихайма Манама в детских сказках Афон, сказка такая была, Алсар Афону Канукау. Например, зимой сеять не будешь, пахать не будешь, там это. У каждого производственного цикла своя деятельность, свое время. Раньше нельзя, позже нельзя. Именно вот какой-то промежуток тебе дается, чтобы сделать то или иное действие. Для того, чтобы производственная деятельность – это средство выживания. Скотоводство, земледелие, пчеловодство – все это самой жизнь поддерживает в народе. Без этого одними молитвами не проживешь. Материальное производство должно быть. И если смотреть наши, сократить или просто... Не, говори. Наши предки и условия жизни, они определяют календарность, даты и все такое, в зависимости от климатических условий. Наши предки жили в горах. Ну, есть версия, что их загнали, но есть и версии, ну, как говорится, что они, наоборот, если вот возьмем, например, нас 5 детей, по матери 6, по отцу 9, и в горах жили. 1 к 4 возьмем пропорцию. 1, 4, 16, 64, 256, 1000 с чем-то. Куда этот народ девался? Еще выше в горы залез? Нет, он уходил в Бедерма. Поэтому дети у осетин имеют разные названия. Занак, Сават, Байжаттак. Какая между ними разница? Сават и Ровьевлей. Сават. Занак, Сайнак. Как говорится, после родовой строй, обычай был такой, что после смерти отца старший сын, законы старшинства в то время были четко развиты. После смерти отца старший сын становился управляющим недвижимостью. Не собственником, а управляющим. И это Сават. Но их не просто выбрасывали на равнину, а готовили к этому с детства. И вот если посмотрим Шердалтауди этот, ну, во-первых, возьмем, мы сейчас подходим тогда на Кахсканом, к примеру. Вот Кахсканом. Когда удобнее всего делать свадьбу? Осенью. Где-то приблизительно в октябре, это самое мая, он также говорит кафтами. Не кафте, рыбный месяц. Рыба не пойдет, не рестится в холодную воду. Она не рестится в июне. Дауджи такая ходит, даун такой. Нерест рыбы пошла на нерест, а рыболовство такое же было, как и охота и так далее. То есть не надо путать немножко иногда термин, там букву поменяешь, но уже другой термин. Значит, самый кафтата, это пора свадеб. Свадеб, когда уже перегон с гор идет на зимние отары овец, и там все дела как раз решались. Теперь октябрь, это месяц свадеб, в общем-то. На Джоргупак кто-то откладывает, но это уже второе, в основном в октябре.
9 месяцев посчитаем, получаем начало июля, ну июль месяц. Значит, через год там родился ребенок. Еще через год, как шинканец, не куш, кахш, а кахшит. То есть он в это время уже пошел. Значит, он здоровый, не рахит, ничего, это была Божья, как говорится, подарок. Кахшит. Ну, кто побогаче, те на Майрон-то быка резали. А вот здесь так скромненько, это самое. То есть вот тебе я видишь, и почему, именно в это время почему получается он, по годовому циклу. Потому что он привязан, опять же, с материальным производством. Это я в прошлый раз просто не говорил, а сейчас просто добавил. Вот. Я помню. А так, нет, этого не было. Я помню. А так, например, сеять когда, вот, сеять, сейчас агрономы выходят, термометр в землю, ждет, ага, температура есть там 7 градусов, все, пора сеять. У наших предков их не было. Они выходили из положения очень просто. Барж, хариш, каларзе, они то четко показывали температуру внизу. Сокодвижение у березы пошло, значит земля прогрелась. Хомгананафману. Чтобы вовремя посеять, это очень, тем более в условиях рискованного земледелия в горах, это очень, календарь это очень такой сложный. Вот. Это апрель месяц, там ну там вот у меня есть эти прикидки, графики по датам, да. Вот. Через 2 недели, если я в сельхозе работал, я знаю, что такое качество зерна, семян, схожесть, урожайность и жизнестойкость. Как их определить? По зерну ты не определишь. А вот когда посеял, через 2 недели кушаунц, эти побеги, жалда даран, или жарда даран, оно и так, оно правильно. Жарда даран это прогноз на урожай. Они дружно взошли все, значит прогноз на урожай жарда баварта, что будет хороший урожай осенью. Или жалда варан, ну что-то жалда дружно. Где-то надо было пересеять, где-то она не взошла, где-то что-то мы там пересеивали. И вот что значит жардавара. А не ягненку сердце отрезать, нести на кладбище и хорошо. Так, ждет кошак. Идиотин, блин, идиотин. Дальше идем по этот. Потом осень подходит, пора косить сено. Заготовить для животных. И в конце июля, через неделю после 22 июля, по 22 надо считать от цепуша. Цепуш, яном явалей, цебаршит. Это самый короткий ход солнца в течение года. Вот, солнце восходит и заходит. Самый короткий. Потом выше доходит шаргва до самого цупа этот шава. То есть первое полугодие вала назова, валзак. Второе полугодие фаштаназова, фаджак. И самый короткий день в году, и самый короткий солнечный день 22 декабря, и поэтому назвали цепаршит. Самый короткий ход. Цепаршит. А там уже за столько лет, как это, те же песня, слово истерли люди, словно она монета. Оно уходит. Но понятно же, цепаршит. Коренилось так. Вот. Ну, если есть какие-то другие объяснения логичные, то, пожалуйста, но уалзак, фажак тоже можно убрать тогда. Потому что если цепуша нет, то нету и анзисара по-лигурски, и это, кажется, там все связано. И через неделю Майрамбоны, там, на 5-й день, тоже очень меня наводит на какие-то мысли, что если месяцы считались по 30 дней, то 5-й день Макалга Абрата на четверг
Значит, после осеннего равноденствия, 23 сентября, ближайший четверг Михаил Габарта. Четвертый день. Какой-то понедельник, вот. То есть где-то они, может быть, 365 дней, 360, как в Древнем Египте, скашивали за счет того, что вот, дни делали, вот это, прибавляли по одному дню, там через определенное время. И в конце концов, пятый день, Ногбон, после Цепуша, через Цепара, так и вот тебе Новый год. То есть, ну, много вот это все. Дальше идем и сенокос. Вот, ну, там на этот угодья сенокосные. И сено, оно размножается семенами, а трава корнями, видектой. Она различна, семя валеет, раз старики автопотерли, шелуху, атавинами, атинами. Первый Халмов Налан. Этот вышел, проверили. И третий в этот же день празднуется, ну, по разных селах, по-разному, Ольгинском, например, Сарахишан, там, это, и так далее. Это время брать косу, надо косить. Если раньше скосишь, почему календарность его? Раньше скосишь, зерно не успеет созреть, а на будущий год в городом ехал в Тай. За это поды даже делали и изгоняли. Позже растения сохнут, теряют питательность. А фон, это тоже календарная дата. Нельзя его туда-сюда двигать, как Боженька сказал. А это как природа дает. Дальше, ну, этот, Джоргуба, так это, идем по крупным таким. Джоргуба, это время, а сейчас Каштай, и наш жах наивен, а сейчас Каштай, и наш большой картина. Понта, Дугакана, Фош, Дугакана, Юай Дуга, это и так далее. А надо привести жмагон. Хоха наш врут перезимовал слово нет. Айбаш. Я помню Айбаш. Она должен он прокормить до появления свежей травы, следующей травы. Она, значит, убирали мы забой излишков. Там расчет был, там на корову 4 капли надо, чтобы перезимовала, там на быка где-то 6, одна капля на 3 овцы, в общем, старики, и они смотрели по питательности травы, по всему, как солнце было, чем больше было солнца летом, тем трава питательнее, в общем, все это. Вот Джоргуба. А вторник, почему Ластер Жимабакинс? До Джоргуба, до 20-х чисел ноября, вот гора, южные склоны еще зеленые, а северные склоны, они уже в октябре бывают заснеженные. Шагатом, Ахушар резко в горах разнятся. То есть ты еще успеешь вернуться, например, через Мамисонский перевал перешел там, или через Кударский, или через Кутатинский, Фалана, Хушар Вашна. Я вот сам в июне водил людей через Рокский перевал, наверх последние 400 метров по снегу пробивали дорогу, особенно когда первым идешь, пробиваешь дорогу, у Алейма в ту сторону на руку смотришь, зеленая трава, дидинджита, все райское место. А с этой стороны еще суровая вот эта, ну, высота 3000 метров, 300, поэтому там холоднее. У меня даже где-то фотография была, кучу этого я отсева. И вот ровно по линии МИД, АМТА, стайное, ну как наглядное пособие, что в горах то же самое происходит. То есть уже полностью закрывается перевал. Ты не оттуда не придешь, оттуда ты еще наверх, когда Салмамид не Арпатки, ты можешь что-то наверх подняться, до Хрузент это как описывали, и вниз сползаешь к селу и приносишь шо, Виония, Балхата, в смысле там товары и обратно. А после этого все, перевалы закрываются. Мавашцы жили там будут, там, говорит, хайдецаджи, во вторник, на среду, по-моему. С понедельника на вторник.
С понедельника на вторник. Да, в лице этот. Вот его истинные, ихние эти. Моим ничего не придумаешь даже. Достаточно это. Дальше Микал Габрта или Таранджелос тоже. Ну, основное было, в горах земледелия нет, значит, скотоводство. Из скотоводства что более удобно было? Овцеводство, потому что овца и одевала, и кормила, и молоко давала, как говорится, полный пансион, как говорится. Значит, овцеводство будет основным производством. И календарь основной, астинский, будет лежать именно на овцеводстве, вот эти баракаты. Вот Микал Габрта, это начало этого. А цикл овцеводческий, он начинается, вот так случка, стрижка, там забой излишков и так далее, в общем. Такой цикл есть. Потом окот. Иронов будет Карента, Венента, Нацеда. А я как раз к этому иду. Она наступает, когда удобнее случку, например, произвести. Для этого надо смотреть, когда удобнее, чтобы он родился. Удобнее всего родиться объективный закон природы, не зависящий от человека, что мать его может прокормить 1,5-2 месяца ехшрейфа дарзами. Потом он должен переходить именно на зеленую траву. Хушкам где-то ягненок не переварит даже. Вот. Это свежая трава у нас получается в начале мая, хуша почти. Значит, назад 2 месяца, какой праздник у нас? Тутурка. Ягненок, теленок, родившийся в дни Тутура, бывает самый здоровый. Естественно, он завтракает, обедает, ужинает. Пастбищный сезон использует полностью. А тот, который позже родился, он уже не доел свежей травы и все такое. Естественно, он слабее. Поэтому очень сложно. Значит, это мы нашли, для того, чтобы, это мы нашли Тутурта. Для того, чтобы знать, когда случку провести, назад отсчитываем 155 дней. У коровы 185 дней, как у женщины, цикл совпадает, а у овцы 196. 196, 9 месяцев получается? Не получается. Нет, 210. 290. 276. Или 276. Я что говорю? Да, у нас специалисты. Значит, а у овцы 155 дней, 150 плюс-минус 5 дней. И мы попадаем, какой праздник обычно празднуется? В ближайший четверг, к дню осеннего равноденствия, празднуется Микал Габрта и Таранджелос. По-астински случка Таран. И он умел. Микал Габарта. Не Михаил Гавриил какой-то там, а Микал Габарта. То есть, не дай бог, бахала фештам анафоне. Вот, ферта пасли отдельно, вместе, потому что овца входит в охоту каждые, сказы, каждые 18 дней. Вот он родился, например, в декабре. Если он в неурочное время рождался, то их сразу резали, ягнят, из шкуры, характер, смычку делали. Сразу, а это же потеря какая. Дальше идем, значит, дошли до Микал Габрта. Джоргуба — это приведение в соответствие. Сколько в прошлом, все там привели в соответствие. Вот такой цикл овцеводческий, например. Земледельческий мы тоже почти прошли. Еще есть такое. По крупному рогатому скоту. Стрижка овец, фалвара.
тоже четко они определялись. А как определялись? Вот теперь просмотрим ну, Стоунхендж вы все знаете, я думаю, однозначно. И там вот как портреты, вот так столбы. В горах, как говорится, Шау я не верю, но Шауль Сунрат Таяхам надо, что им не надо никаких столбов, ничего делать. Вот горы, вершины гор, как вот эти портреты. И с каком месте солнце зайдет, Яхам Барагбони. Вот картина у этого Махарбека Туганова «Урхатан», где показано, что сидят на вершине в таком месте осетины, и один сидит на камне, выбивает календарь осетинский, и все смотрят, как Ахры Хурсаш. Он как глаз, Хурсаш, такой, когда восходящее солнце. Показывает, вот оно. То есть это, который до революции ученик Репина, все, он где-то это видел, и поэтому на картине зафиксировал. Эта картина есть у Чибирова, Людвига, его эта книга, осетинский календарь. То есть вот таким образом определяли время года. Например, если утром рано встать, например, вот, село, Верхний Зарамак, потом квартал Зоцита, Мактата, Нижний Зарамак, в смысле, солнце, если утром, вот казалось бы, вот с села можно, село всегда бывает в ложбинке, не на вершинах, не на ветроду, и если вот расстояние где-то 600 метров, Амахур, например, в Верхнем Зарамаге, Шкашти, потом через полчаса только доходит до Дзоци, в другом совсем месте и на Кандарра. И для того, чтобы скрасить это, наши на вершинах, ближайших вершинах, где-то делали в смысле места, определяли точку. А точка это влево двигаться или туда двигаться, найти такую точку. Крест, как говорится, посреди точка. И зуар, дежеар. А что такое деже? В горах 3 солнца. Бедрета дуга хурита вона. Хур-ты-хур, мамар-ты-хур. А в горах еще 3 солнце есть. Есть басня у Хозиева барона Арш, Бирах, Таркуш, Хашнак Хашнак называется. Поспорили, кто раньше увидит восход солнца. Все сели на восток, нас ждут, когда солнце покажется. А что между ними? И раз вершина горы освещена солнцем. Марахур. А эти еще ждут, до восхода еще там полчаса где-то, пока солнце появится. А уже хур ищет. И вот это, давай сехур, дезехур, даламазет хур. Даламазет обычно, нас перевели почему-то карлик. Я, например, вот за свои сколько лет я прожил, и из вас вряд ли кто видел осетина карлика. Гацоллагищ. Фала карлика, вот, я, например, не видел, то есть это не свойственно. То есть даламазет хур. И от этого дезехур. И от этого и зуар. Они джвар, крест грузинский. Это они, скорее всего, переняли у нас. И много чего переняли там. Вот. То есть зуар мы определили. Они обычно наверху, туда нечего шляться. И по-разному определяют. Например, Абойта, Фалварае. Вот еще система была какая в горах. Верхний Зарамак. Там живут Абоевы, Кайтмазовы, Сикоевы. Там несколько фамилий. У каждого алкамандарьях и зуары. Если с этой стороны Валей Кардакхашан, это Сикот Зуар. Напротив, на той вершине там, там постройка, каменная такая постройка они сделали. Так, сейчас она уже там осталась вот столько. На другой стороне Абойте Фалвара, то есть куча камней. Ауайе Зуар, это эти Кайтмазовы, я не знаю, до сих пор не расшифровал, что 25 июля, по-моему, они там праздновали это. Что он означает, я до сих пор как-то
некогда мне балаш. У Бурнацевых балаш, этот, напротив этого Кохажу. Вот там, ну, кто как-то метили место. Например, Шаниба, этот, Бивулата, все Шагулова, там тоже на вершине стоит это дерево одинокое. Вот, и к нему мешайнок где-то, ну, разный мешайнок, иски. Нет, так. Поламаю маса, олеешь шкуфтуй. Маса мархаштуй. И на стол ложили, то есть каштартан армштуй этот, а этот добавляли, мы сидели, ну, так, положено.